Грандиозная по меркам маленького села Стройка в ближайшее время стартует в Верхней Сеи Таштыбского района. Здесь будут ремонтировать мост, который связывает две части деревни. Без него местным жителям никак. При этом старая переправа давно стала опасной. В этом убедились наши корреспонденты. Это с высоты птичьего полета мост выглядит вполне стандартно. Стоит же опуститься камере квадрокоптера пониже, и сразу все изъяны сооружения оказываются как на ладони. Балки и перекрытия почти сгнили, перила обрушились, но мост по-прежнему остается дорогой жизни. Деревня раскинулась на двух берегах речки Сеи. По одну ее сторону расположена часть домов и кладбища, по другую сгруппированы все соцобъекты – школа, клуб, ФАП и большинство жилых построек. Опасность повышенная. Дети постоянно переходят. Скорая также не может пройти. Жители обращаются, вызывают скорую, то есть машина остается на другом берегу. Фельдшер идет просто пешком. Зимой также мы не можем дорогу почистить ввиду того, что трактор не может через мост пройти. Есть еще дорога объездная, но она разбита, проехать там сложно, да это и не близкое расстояние. По мосту в паводок, когда вода переливается через перекрытие, тоже не пройти. Но люди все-таки между двух зол всегда выбирали второе и мечтали, что проблема когда-нибудь разрешится. Так и случилось. В этом году заявка сельсовета заняла 3-е место в республиканском конкурсе социально значимых проектов муниципальных образований. Полумиллионный грант, хоть и хороший финансовый задел, но его все равно на ремонт не хватит, поэтому объявили сбор денег среди сельчан. Народ готов помочь. Они даже просят: дайте нам материалы, мы будем делать, потому что остро нуждаются люди в этом. И уже принято решение не нанимать строительную бригаду, а все-таки управиться силами местных мастеров. Это позволит сэкономленные деньги пустить на материалы. Закупать их будут сейчас, а начнут работы летом, когда Сея обмелеет. Ремонт станет большим событием для Верхней Сеи. Люди надеются, что обновленное сооружение надежно прослужит не один десяток лет. Наталья Гармашова, Алексей Баргаяков, Никита Сигай, Вести, Хакасия.